турецком Эскишехире завершилось 5-е заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар. В итоговой декларации упомянуты те, кто стал жертвами российского режима во время оккупации Крыма в 2014 году. В частности, речь идет о 9 убитых, 15 похищенных и 25 политзаключенных. По мнению членов исполнительного комитета, эти крымские татары и украинцы стали символом сопротивления против российской оккупации Крыма. Все действия режима Российской Федерации по убийству, похищению и задержанию невинных людей – это террористические действия. Полную ответственность за эти террористические действия несет российский режим и те, кто непосредственно их совершал. Всемирный конгресс крымских татар для реализации всех видов уголовных и гражданских санкций против ответственных за эти террористические действия предпримет необходимое вмешательство в судебные процессы. В конце двухдневного собрания была опубликована декларация Эскишехира. До собрания мы привлекли внимание всего мира к людям, которые после оккупации Крыма были похищены, заключены в тюрьмах и были убиты. В связи с этим мы выступили с обращением к другим международным организациям. Мы остались довольны изменениями, которые хочет внести Петр Порошенко в Конституцию Украины о создании главы Крымско-Татарской Республики. А также обсудили и выступили с обращением о скорейшем принятии данных изменений. Эти работы ведутся на протяжении долгого времени, полугода. Были подготовлены проекты и ресурсы, и ориентировочно в сентябре-октябре эти работы начнутся. Перед этим ожидается решение некоторых технических вопросов по решению данных проблем.